Hürmetli yurttaşlar, hürmetli uçi, miskinli imamlar, dinleyiciler, şu подходе себе сашмуде, время села hukumati цигнала, чивли цигнала, вот намая хелу, в чердова лакая, нехтимарун потол, уж дерди была рода, уж фикера рода, уж наслят рода, текчина была тишки улыда, а мисела хербу. Что за этими силарова кюлективно панзва? Садла правительство де Чуйкумати постановление воде цеквидла ИСА о подтверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций форм паспорта безопасности данных объектов. А мисела будучина. Поэтому мисела завершение оформления православных документов на религиозные объекты. И они мискидрис зеленка хуни атиндай. Пудла мисела об оплате коммунальных услуг за использование электроэнергии и газа на религиозных организациях. И вот чешпир казала коломе силари лыша. Шачина ими силари верди. Ахпа кюлюка хэс час был спонзора мисилая камурни начинает релат палайда. Садла мисил подахара буйра Полюбаевич. Совещание проведено на русском языке, представители ФСБ, наш язык не знали пока, хотя понимают нас. Те вопросы, которые сегодня мы вынесли на это совещание, это очень действительно насущные вопросы, которые в последнее время принимают такой оборот, что надо, мы все знаем, что все объекты, не считают только объекты культа, сегодня мы обсуждаем их, это объекты образования, объекты здравоохранения, объекты торговли, они все должны иметь правоустанавливающие документы и все должны иметь паспорта безопасности. Объекты топливно-энергетического комплекса, все. Вот сейчас, по идее, это мы паспорта безопасности на все объекты жизнеобеспечения и другие мы практически завершили формирование. Вот осталось единственный проблемный вопрос на формирование паспортов безопасности на объекты культа. Это религиозные объекты. Религиозные объекты, это тоже, если чтобы довести до вашего сведения, это объекты потенциальных террористических посягательств, на которые могут совершены ряд преступлений, потому что на этих объектах массовое пребывание людей, потому что и пятничные проповеди, и ежедневно люди ходят, посещают мечети, так что они тоже должны отвечать предъявляемым требованиям. На территории муниципального района Сулейман-Старский район расположены 31 религиозные организации, это мечети, из которых пока время не функционирует. Это 4, это Зухрабкенская мечеть, Гериханов второе отделение и Спик Ихпю. Гериханов второе отделение, хотя там по причине судом было приостановлено деятельность мечети, хотя мечеть посещают люди. И главе муниципального сельского поселения, и джимат, которые приходили в администрацию, я разъяснял, надо поменять устав религиозной организации, потому что устав там не соответствовал Министерству юстиции, надо представить устав, проводить, потом после этого возобновить деятельность религиозной организации и привести его в порядок полностью. По этой мечети тоже вот такая же картина. За 2021 год в районе конфликтной ситуации на религиозной и межнациональной почве не возникали, и предпосылок к этому нету. Но что они не были, это тоже зависит от вас во многом, от Совета имамов района, от всех имамов сельских поселений, как вы будете вести работу в сельских поселениях, какое будет взаимоотношение у вас в сельской администрации, вот тогда и конфликтной ситуации и на межрелигиозной почве, и на межнациональной почве у нас не будет возникать. Но основными внешним угрозообразующим фактором в районе остается возможное вовлечение молодежи выезда за пределы района и республики на учебу и трудоустройство в экстремистскую деятельность, а также слабая теологическая образованность населения нашего. Действительно, эта проблема у нас есть, слабая теологическая образованность в основном, потому что у нас вот председатель Совета имамов постоянно мы контактируем, во многих населенных пунктах даже они не могут подобрать имама, потому что лиц, которые получили теологическое образование, у нас очень мало. Есть лица, которые получали религиозное образование в зарубежных исламских учебных заведениях. Многих мы приглашали сюда в администрацию, потому что сейчас идет программа через Министерство национальной политики и делам религии. Они нам говорят, представьте нам списки лиц, которые обучались в зарубежных исламских учебных заведениях. Это в основном в Египте, в Аль-Асхаре, в Медине, в Турции. Пожалуйста, мы переподготовим их, пускай они, которые желают заниматься религиозной деятельностью.
и будет заниматься имамами. Ну, тоже многих мы приглашали из Кларшавской долины, и из Дарбуш-Казмаляр, из других населенных пунктов, но пока какое-то желание вот, заниматься религиозной деятельностью на территории вот, Российской Федерации, Дагестана у них пока не проявляют. А хотя не должно быть так. Если получил человек религиозное образование, он какую-то работу должен проводить в населенных пунктах. В целях исполнения требований постановления правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019 года номер 1165 об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов религиозных организаций и фонд паспорта безопасности объектов территории религиозных организаций. Антитеррористическая комиссия муниципального района совместно с советами имамов района проводит работу по формированию паспортов безопасности на религиозные организации, зарегистрированные в Министерстве юстиции Республики Дагестан. В апреле 2020 года к нам поступило письмо с Миннаца. Данные брали те религиозные организации на территории нашего района, уставы которых были одобрены Министерством юстиции. Но туда входило 12 сельских поселений. Я вам здесь скажу, это Касымкент, Новый поселок, Ашигастал, Казмаляр, Дарбуш, Казмаляр, Новая Ямака, Эминафюрх, Пюрк, Ичин, Гериханов, первое отделение, Кварчав, Улугатак, Смур, Куркент, Ашигастал. Это те религиозные организации, уставы которых были одобрены Министерством юстиции, и вот им рекомендовано было тоже начать формирование паспортов безопасности. По всем имамам мечети, и председателю совета имамов были вручены под роспись, каждому под роспись, установили даты, чтобы они уже начали работу по формированию паспортов безопасности. Это с апреля 2020 года. После этого единственное вот два религиозные организации, это селение Касымкент, центральный мечеть, Джума мечеть, и мечеть селение Куркент. Они полностью привели к документацию в порядок, создали паспорта безопасности, согласовали со всеми правоохранительными органами, это ФСБ, Росгвардия, МЧС, Министерством по национальной политике, делам религии, там отдел управления по делам религии есть. Вот эти паспорта сделали, остальные пока нет. То же самое, вот на основании этого письма вот я им доводил, каждому даже давал образцы документов, да, что вот каждому религиозной организации для формирования паспорта безопасности необходимо создать комиссию. Комиссия создается уже не главой сельского поселения, не другими, а имамом мечети. Вам четко было доведено, председателем комиссии является имам сельской мечети, религиозной организации. И туда же входят тоже сотрудники ФСБ, Росгвардии, Миннаца, МЧС. Включается после этого комиссионного обследования, категорирования, и после этого надо формировать и завершить паспорта безопасности. Хотя вам всем эти рекомендации были даны, многие имамы подходили, вот по Шагастал Казмалярский имам неоднократно подходил, другие имамы подходили, Новая Мака подходила, Чухаркенский подходили, объяснили им тоже, Смур подходил, ну как-то Артастал. Ну дальше я даже дал им номера телефона вот этой Куркенской имама мечети Шамилова, здесь присутствует, наверное. Касымкентской уже готовы паспорта безопасности, но однако тоже пока еще данного вопроса нет. Но если вы говорите, да, что многие претензии, что глава сельского поселения не должен паспорт безопасности сдавать. Вот главу сельских поселений и управление УМИЗ, я хочу даже сказать спасибо, то, что они завершили на все мечети практически на 95-97% формирование документов на землю и на само строение мечети. Они завершили, да, это их работа, они его и сделали. Но паспорт безопасности, глава сельского поселения, да, он может оказать вам содействие. Он и помощь оказывает, они тоже подходили. Но этот вопрос вы должны делать, потому что по положению, по постановлению правительства Российской Федерации, этот вопрос делается имамом мечети. Идут некоторые кривотолки тоже, да, я вот слышал от глав сельских поселений, других, что якобы отдельные имамы говорят, что паспорт безопасности создает чтобы какой-то контроль над ним осуществлять. Контроль мы и так можем над вами осуществлять, мы и обязаны осуществлять, и правоохранительная система, и антитеррористическая комиссия, и администрация муниципального района, и главы сельских поселений, потому что те процессы, которые проходят в мечетях или в других, это далеко не должны быть отдельно проходить, это должны проходить в рамках программ, которые намечены и администрацией муниципального района, и администрацией сельского поселения. Вы должны постоянно с ними контактировать.
И вот последнее письмо тоже вот, в декабре 2021 года, в конце уже декабря, тоже поступило письмо. По этому реестру сейчас они занесли новый реестр, который в обязательном порядке, в срочном порядке должны формировать паспорта. Двое из этих реестров уже сделали, я сказал, Касумкент и Куркент, остальным Гериханов первого отделения, Корчак, Шмур, Новый Мака, Шагастал, Казмаляр и Далкуш Казмаляр в обязательном порядке вот до конца февраля, если даже успеть, потому что многие, вот новомакинские глава даже ко мне подходил, мы завершили паспорт, кое-какие подписи остались, надо завершить, Асом Девлевич. Я знаю, ты сам бегаешь, и многие главы сельских поселений бегают сами. Помогите, окажите содействие, хотя бы до середины февраля, нам на этот вопрос надо закончить. Потому что вот в понедельник, позавчера, звонили тоже начальнику управления по делам религии, Миннация. Вот они говорят, на какой стадии находится, вот всем это вам направляли, почему не завершают они? Глава вот тоже отписал письмо нам от Диерсийской комиссии, чтобы прошу оказать содействие. Любое содействие мы вам оказываем, никаких вопросов нет. Вот представитель ФСБ нашего района, вот Андрей Павлович здесь сидит. Вот человек, который входит даже в эту комиссию, он же никогда вам против ничего не говорит, что никаких этих на долгий ящик тоже не откладывают, потому что у них тоже на контроле этот вопрос. Так что просьба, чтобы эти вопросы вы до конца вот этого месяца и где-то до середины февраля, вот эти 7 мечетей, которые тоже вам уведомление мы вручили, чтобы вы завершили их. Но отдельно я хочу остановиться тоже как-то в ракурсе, что есть тесно взаимодействие антироссийской комиссии, мы проводим постоянно с советами имамов района, привлекаем их тоже для проведения каких-то профилактических мероприятий и в сельских поселениях, и по отдельному графику, утвержденному, согласованно с нами, с антироссийской комиссией, с управлением образованием, они проводят и отдельную работу в школах района для проведения мероприятий по духовно-нравственному воспитанию детей. Они проводили сельские сходы в истеченном 2021 году, в многих сельских поселениях проводили ифтары, и другие мероприятия. Ну, туда и молодежь вовлекали, и женщины, и мужчины приходили. Приятно то, что собирали. И в основном основной целью этих мероприятий должно быть исключение возможности вовлечения молодежи, особенно в террористическую и экстремистскую деятельность. Потому что мы все знаем, что в определенный момент, вот с 13 по 16 год, в районе много молодежи было вовлечено в террористическую и экстремистскую деятельность. И от вас, от имама мечети, зависит очень большое то работу, которую вы будете проводить, и будет влиять на вовлечение жителей района в экстремистскую и террористическую деятельность. Вот здесь сегодня здесь и представители МВД, отдела полиции и УФСИН, потому что они тоже, вот они вам скажут, надо оказывать им тоже помощь, потому что очень много людей у нас сейчас ранее судимых за преступление террористической направленности, это пособническая база, которые в разные годы были осуждены, сейчас возвращаются к местам постоянного жительства, многие еще отбывают наказание. С этими людьми тоже, вам тоже надо проводить работу, потому что люди, мы-то с ними ежедневно беседуем, то, что они говорят, что да, мы ошиблись, какой-то эти вопросы упустили, но сейчас надо вам говорить тоже, доводить до них, что это пагубное влияние. Многие у нас, я знаю, вы знаете все, что около 70 человек у нас выехали в Сирию для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций. Их дети здесь, многих здесь, их семьи здесь, есть ликвидированные члены МВФ семьи, где есть семьи, где проживают дети, возвращенные из зон боевых действий Сирии и Ирак. Очень много детей еще будут возвращаться, почти 18 человек детей у нас еще в Сирии, Ираке, они будут поэтапно возвращаться. В эти семьи надо тоже, когда сотрудники полиции туда идут другие работники, тоже вам, имамам тоже в стороне, не надо оставаться в этих профилактических мероприятиях, надо участвовать. И тоже просьба, тоже мы с имамом, с председателем Совета имамов района постоянно контактируем на эти темы, когда при проведении мероприятий профилактических в школах, какие-то вы должны в основном проводить те мероприятия, чтобы довести до молодежи, до детей истинное лицо экстремизма, терроризма, что это беда для нашего этого, а не процесс учебы. Потому что у многих этих возникают вопросы, что детям надо дать возможность в школах молиться. Но у нас светское государство и школьный процесс никто не имеет права прерывать.
После занятий, пожалуйста, пускай вот дома себе и намаз делают, и никаких вопросов нету, никто их не преследует. Так что надо вот эти, по форме одежды тоже, не надо вам вмешиваться, потому что есть эти законы, те предписания, которые управление образования, школы, директора школ, преподавательский состав должны соблюдать эти вопросы. Так что у вас просьба по этим вопросам тоже принимать участие, активное участие надо принимать, в стороне не надо оставаться, эти процессы в районе должны протекать у нас нормально. Все, Нариман Шушевич. Есть вопросы? Нет. Присаживайтесь, Анатолий Ильич. Гасан Хаджи Амаханов Гасан Илюбекович, пожалуйста. Бисмилля, альхамдулилля, салату вассаляму аля расулилля, мабрат. Ассаляму алейкум, рахматуллах, уважаемые братья и сестры. И что хотел сказать? Я тут ему малазийском буду говорить. Но надо уважать всех. Если человек не понимает по исламу, это тоже нас учат. Этика. Если кто-то не понимает среди нас наш язык, то мы должны общаться на таком языке, который он тоже будет понимать. Этому тоже нас тоже учит ислам. Альхамдулилля. Ну, с этого раз начали, мы видим, что терроризм и ислам, они вообще не могут пересекаться. Раз вот такое уважение, даже здесь не смотрится твоей веры, какой веры, например, он придерживается человек, не смотрят даже. Просто даже вот человек не понимает твой язык, говорит на таком языке, который он понимает. Поэтому из этого все понятно, что террор, он к исламу никакого отношения не имеет. И те, которые занимаются терроризмом, распространяют его, как-то поддерживают, они отходят от сути ислама. Ислам – это мир, от слова «салям», сохранность, спокойствие. И когда здесь обсуждают, например, говорят, чтобы мы работали против терроризма, это я понимаю, например, интерпретация такая: мы должны работать, доносить до людей ценности ислама. Это и есть работа против террора. Потому что когда люди не знают основу своей религии, основу жизнедеятельности, например, своих предков, к чему учили наши предки нас же. Например, форум прошел Гасана Алкадарского, очень хорошо он прошел, всем пусть Аллах воздаст за это, кто участвовал. И если мы будем равняться на таких людей, пример, который свою жизнь показал как пример для нас всех, то никакого террора у нас не будет. Есть люди, которые специально навязывают, особенно молодежи. Особенно это встречается, например, среди молодежи, среди даже школьного возраста, они пытаются это навязать, что, мол, прежние, они не такие были, сейчас мы самые правильные. Но благо нам глава района Нариман Шамсинович тоже помогает в этом деле, и доступ есть в школы, и имамы, которым дан доступ тоже, которые учились, у кого есть такие способности, возможности, они ходят и объясняют школьникам, что является настоящим, чистым, имеется в виду ислам, который пришел к нам от наших предков, от пророка Мухаммада, алейхиссалату вассалям. И в этой связи хочу сказать, что насчет того паспортов безопасности тоже. Да, имамы, они думают, не раз тоже объяснял некоторым имамам, что, мол, зачем нам паспорта безопасности, это же формальности. Даже если это вы рассматриваете как формальность, братья, мы живем в светском государстве. Мы должны сейчас благодарить Аллаха, что у нас есть такая возможность следовать своей религии. Например, вспомним те годы, коммунистические годы, когда не разрешали, когда за это наказывали.
Сейчас Российская Федерация у нас, получается, разрешает нам, и мы должны этим пользоваться и благодарить Всевышнего. И также наши власти тоже, наши же мусульмане, они тоже понимают это и всячески нам помогают. Вы же слышали сейчас, что говорил Бабаевич Абу-Талиб? Главы обеспокоены этим. Они помогают нам же, имамам, вот насчет этих документов. Поэтому вам тоже спасибо, Баркалам, Бабаевич, Нарон Собствинович, что вот так обеспокоены этим, помогаете нам. И от себя тоже хочется опять-таки попросить вас быть более серьезными в этих вопросах. В вопросах организации связи с государством, государственными чиновниками, потому что наш шейх, тоже уважаемый шейх Саид Афанди, еще он давно, тогда еще говорил, что это государство и религия, это как два колеса, если они оба будут крутиться, наши дела вперед пойдут, наши, то есть народные дела. И поэтому давайте будем, иншаллах, крутиться вместе, идти. Конечно, государство тоже нас ни к чему плохому не призывает. Они понимают, что религиозным организациям нельзя там требовать с них что-то в их плане, что то есть для нас не дозволено, они же не требуют с нас. Они тоже соблюдают субординацию, уважение, уважают нас же. Мы тоже будем уважать и идти вместе, иншаллах. Баракаллах за внимание. Вопрос есть? Есть вопросы, уважаемые? Нет, присаживайтесь, Александр. Давайте послушаем глав Асан Диалевич, Новомака. Что там, как у вас ситуация? В сельском поселении Совет Новомакинский находится две мечети, это селение Новомака и селение Чхваркент. В селении Новомака мечеть функционирует с 1990 года, а селение Чхваркент функционирует где-то 2018 года. На сегодняшний день правоустанавливающие документы, это земельные документы на оба мечета получены, свидетельство права собственности, и на объекты капитального строительства тоже, на Новомакинский и Чхваркентский. В настоящее время ведется работа, то есть завершается работа, можно сказать, по получению паспорта. Я вчера был в этом самом завершении, то есть направлено уведомление Управление Федеральной службы безопасности, ВМЧС, Миннац, получены ответы, составлены акты и, короче, создана комиссия. 2-3 дня будет завершено паспорт безопасности на мечеть селения Новомака. Что по Чхваркентскому мечети, данная работа тоже ведется. Буквально вчера получены устав регистрированный в Минюсте, вот имам мечети тоже Аюб Гумзавич сидит здесь, и начнем работу тоже по получению паспорта безопасности населения Чхваркент. Общественно-политическая обстановка сейчас нормальная. Оба мечети сейчас функционируют. Нариман Шамсунович, прихожане где-то, особенно в пятничные дни, где-то Новомака сейчас где-то 30-40 человек, и Чхваркенте тоже так. Нормальная обстановка сейчас общественно-политическая состояние. Если говорить о ситуации, Асан Диалевич, ваши прихожане ходят в другие мечети, в другие села, выезжают? Нет, у нас это раньше где-то 7-8 лет назад было, где-то ездили, в селение Даркуш ездили пару человек, потом в Беличи ездили, сейчас такого нет, все прихожане, кто ближе живет там в селении Чхваркент, посещает Чхваркентскую мечеть, а Новомакинский, кто ближе живут, там посещает Новомакинский. Ни один из прихожан, по имеющим нам сведениям, другие мечети, селение Даркуш, Казмаля, Беличи, Дербент не посещают в настоящее время. А имамы мечети общественную нагрузку несут, то есть на тазиатах, на похоронах, на этих мероприятиях с народом бывает? Конечно, постоянно. Сейчас в настоящее время имам мечети селения Новомака болеет, я с ним вчера тоже разговаривал, сегодня тоже разговаривал, сам фактически болеет. Вот. А так постоянно вот, на похоронах, на таких мероприятиях это проводит, это имам мечети Чхваркент, Чхваркентская территория проводит Аюб Гумзаевич,
а селение Молока Абдулгамид Алиевич. Сам свидетель, является свидетелем этого самого. Есть вопросы? Нет. Присаживайтесь, Андрей. Владимир Забываевич, Корчакская последняя глава. Салам алейкум всем. На территории сельского поселения состоит Корчакский, тоже становится 4 мечети. На все эти 4 мечети у нас правоустанавливающие документы и на землю, и на здание тоже есть. Устав только, зарегистрирован устав только Корчакской мечети. Насчет паспорта безопасности мы начали, еще не завершили. Иншаллах, в течение месяца мы завершим это. А так, общественно-политическая и религиозно-политическая обстановка нормальная. Связь с имамами у нас есть. Когда проводятся разные там ифтары вместе с сельской администрацией, бываем, если у меня самого не получается, наши работники выезжают. А когда мы проводим какие-то субботники, там какие-то, они тоже, прихожане помогают, там кладбище, если уборка, это так, все нормально, у нас связь тоже есть, никаких проблем нет. Имамы мечети 4, они вместе, с ними вместе вы какие-нибудь мероприятия проводите, Зарим Забываевич? Ну, какие-то... Ну, хотя бы месяц раз вы собираетесь, проблемы жителей обсуждают, они все-таки тоже выходцы из населения, они видят какие-то проблемы, связанные с жилищно-коммунальным хозяйством, социальными проблемами, какое-то обсуждение дальнейшей деятельности органов муниципального образования и религиозных организаций. Проводятся такие мероприятия вами? Ну, наверное, что совместно, вместе не собираемся, а так они бывают своими вопросами приходят ко мне, я их вижу там, на похоронах, обсуждаем. То, что мы им говорим, они все понимают, никаких проблем там таких нет, все нормально. Как вы думаете, сколько вам времени нужно, чтобы паспорта безопасности завершить? Совместно с имамами? Ну как, то ли бывает, что да, может до середины февраля закончим еще. Может, мне не устраивает ответ. Ну постараемся закончить, может. Тоже не устраивает. Закончим. Хорошо. Есть вопросы? Да, пожалуйста. Владимир Забываевич, вот глава района вот правильный вопрос поставил. Вот в прошлую субботу, например, вы проводили субботник, да, я знаю, и показывали хороший субботник. Это тоже мероприятие, да, по всему вот, хорошее, а мне по вашей долине. Вот, имамам мечети, вот в таких ситуациях вы говорите, что проводится субботник, это же, вы же не в Табасаранском, не в Химском районе проводите, а у себя на селах. Вот, привлекаются они туда? Ну, на этот субботник, который вот субботу провели, мы, честно говоря, их тоже известно не поставили, потому что там и школы вышли, там необходимости их не было. Когда мы проводим вот на кладбищах, каких-то тех религиозных, они приходят, помогают. Есть еще вопросы? Присаживайтесь, Владимир Забываевич. Ну, по этому вопросу мы в конце общей итоге подведем со всеми вопросами. Давайте второй вопрос. Завершение оформления православных документов на мечети, религиозном объекте. Насир Рахманович, начальник. Как мы знаем, уже долгие годы мы старались подготовить документы на мечети. Это уже не первый год, но сейчас уже достигнуто, более-менее уже результаты достигли. По земельным участкам нами сформированы почти все мечети, земельные участки переданы сельским поселениям и зарегистрированы права, даже на строящиеся и предполагаемые. Всего таких земельных участков нами передано и зарегистрированы права 37. В прошлом году активно шла регистрация прав собственности на сами объекты. Так, у нас остались незарегистрированными. Это Саидкент, Кашункентской сельской администрации. На территории находится 4 мечети, на 3 полученные права собственности, 1 остался на стадии завершения, материалы находятся в Росреестре, возвращают с какими-то ошибками. Грехановское второе отделение. Это какая мечеть? Саидкент. Саидкент. Так, Греханово второе отделение. Насколько я знаю, правоустанавливающий документ еще не получен на мечеть. А Шагасталь отправляли, наверное, уже 7-8 раз, я тоже вмешивался для регистрации прав, там тоже
Сейчас пока что не завершено, материал находится в Росреестре. Будем ждать. Так, на стадии завершения у нас находится Сайтаркент. Так, обстановка не очень важная в мечети, находящей на территории сельского поселения Испикский. На земельном участке регистрация есть, а на самим мечети отсутствует. Да, там какой-то мечеть строится, Испики, не завершено. Но у нас Испик, Асаликент, Салян, Старый Испик, ни на один мечеть документов на территории этого сельского поселения нет. Также у нас остался регистрация права мечети, находящейся на территории Улагатакской сельской администрации, это селение Улагатак и Сайтаркент. Попросил бы этих сельских администраций, практика, опыт у нас регистрации прав уже есть, мы понимаем, мечети строены раньше, документов не было, разрешения на строительство, акт ввода, все эти вопросы вместе мы обсуждали с архитектором района Виталием Грундинчем, и этот уже налажен вопрос в Росреестре, если явных ошибок, явных таких неподходящих вопросов нет, они знают, что это религиозный объект, что там никакого этого нету, подвоха, и они регистрируют. Мы свою методическую помощь оказывали и будем оказывать в дальнейшем тоже. Попросил бы эти, которые я назвал, завершить эти вопросы. Как здесь было сказано, вот паспортизация этого объекта невозможна, пока не получите правоустанавливающие документы на объекте. Там возникали какие-то вопросы ранее тоже, почему мечети там собственности сельских поселений, эти вопросы там находились. Я хочу объяснить, все школы, садики, и это административное здание, они не находятся в собственности школ, садиков или каких. Все эти объекты являются муниципальной собственностью. По законодательству это должен быть собственность сельского поселения, и вы заключаете, если вам не создана религиозная организация, договор безвозмездного пользования, и вы пользуетесь этими зданиями. От налогов религиозные организации освобождены, от земельного налога, от имущественного налога. Земли, если где-то что-то предоставляется напрямую, без проведения торгов. Все эти льготы государства для осуществления деятельности религиозных организаций создается. Кроме того, имеются программы. У нас в прошлом году возникал вопрос, просили предоставить документы на мечети, чтобы из государства выделялись денежные средства на ремонт. К сожалению, на тот момент у нас документов не было, это после прошлого года. Поэтому иметь документы на объект мы обязаны. И определенную большую работу с сельскими поселениями для регистрации прав здесь проведена. Представители мечети, имамов тоже попрошу постоянно быть в взаимодействии, спрашивать, бывает иногда забывается, там где-то заняты, чтобы постоянно вы тоже были участниками этих мероприятий. Я хочу также сказать, наш район позиции регистрации прав собственности на религиозные объекты находится в лидирующих позициях по республике, можно сказать, самые первые. Поэтому по получению паспортизации, если мы тоже безопасность получим, мы эти позиции сохраним. Есть вопросы еще? Я поправку просто хочу сказать. Вот эти религиозные организации, вот мечети, да, они как таково находятся в собственности сельских поселений. Но постановлением глав сельских поселений они переданы вам, религиозным организациям, на безвозмездное пользование. Сейчас вы, хозяева, вы проводите работу. Потому что правильно здесь УМИС сказал, не имея документов, вам и не будет каких-то льготных этих. Вот позапрошлом году деньги хотели выделить, позвонили главе, у вас ни одного этого документа нет, мы деньги не можем выделять. Сейчас нас выделяют деньги. В прошлом году 3 мечетям выделили по 250 тысяч. Это же большие деньги. Так что надо делать документы. Помощь вам всем оказывает. И УМИЗ указывает, и глава сельских поселений, и администрация тоже оказывает. Пожалуйста, документы надо завершить, потому что в ваших целях это.
Вопросы есть? Присаживайтесь на язык. И здесь по этому вопросу в конце подведем итоги. И последний вопрос об оплате коммунальных услуг за использование электроэнергии и газа в религиозных организациях. Тимур Артурович Абдулаев, руководитель ЖКХ. На сегодняшний день в Сулейман-Сарском районе имеется 31 мечеть. Из них лицевые счета на газ открыты только в одной мечети. Это Минхерская мечеть. Лицевые счета по электрификации открыты в Касумкенской центральной мечети. И сейчас вот в Асалкенской мечети имам открыл счет как на физическое лицо, а не как на юридическое. Хочу отметить, что вот, допустим, Касумкенская мечеть, там даже взимается оплата по льготным тарифам. Моя убедительная просьба открыть лицевые счета. Почему? Потому что, да, газ, свет вам поставляют, но все это нужно делать по закону. Сейчас у вас на данный момент уже и зеленки есть, и все есть, но по-любому нужно оплачивать все те коммунальные услуги, которые вам предоставляются. А так, других вопросов на нашем случае нет. Что вы делаете, чтобы открыть лицевые счета религиозных организаций? Чтобы мы открыли лицевые счета, прежде всего, имамы мечети должны к нам обратиться. Ни одного обращения к нам не было. Сами обратитесь. Вот на сегодняшний день, вот сейчас мы уже начинаем эту работу, так как работа по узаконению документов по зеленкам завершена вот недавно. Вот сейчас по каждой мечети отдельно начнем собирать уже вот эти документы. Хорошо. Есть вопросы? Ну, сколько уходит в мечеть за месяц в зимнее время отопление? Ну, приблизительно. Ну, смотря по каким тарифам они будут оплачивать, ну, 1500–2000. И вот есть представитель газовой организации, он это вам может сказать конкретнее. Почему? Потому что в зависимости от площади мечети, от отопляемой. Установленного оборудования. Да. Что вы скажете, Слава Исламович? Расход газа зависит от установленного оборудования мечети. Там разные отопительные котлы есть. Например, часовой расход одного котла от 2,5 до 5 метров в час. Ну, тем более здесь сейчас мы полиготно основа открываем лицевые счета, как на физлица, там и оплата есть 5,62 за 1 кубометр, как физлица они оплачивают. Одна мечеть открыта, на одной мечети открыт целый счет, остальные что-то и неоднократно письма представляли. Я бываюсь за это, до этого нам ничего не говорит. С 2019 года эта процедура идет, что нужно открыть лицевые счета вот религиозным организациям. Понятно. Но сколько уходит, допустим, Касумкенская мечеть? У нас приблизительно. Где-то около 5-6 тысяч рублей. Зимнее время. Понял. А подключение? Подключение, там разные цены. Сейчас Махачкала занимается вопросом. Мы собираем документы, отправляем туда, они там делают проекты и все это хозяйственно делают. Ну, ориентировочно сколько? Ну, где-то 10-15 тысяч. Понятно. Есть газовым службам вопросы, уважаемый имам? Нет, присаживайтесь. На сегодняшний день в Касумкенте мы сами помогли открыть лицевой счет. То есть тариф религиозных учреждений получается меньше, чем тариф населения даже. Рубль 40, если тариф населения получается рубль 98, только нужны соответствующие документы. А так кто к нам подходит, и начальник РЭС, и начальник СБТ готов содействовать, то есть Касумкенту мы сами открыли в течение 2–3 дней. Это процедура отнялась. Оплачивали? Пока еще оплаты не было, вот и вчера Асалкенский имам подошел, хоть еще не открыл, уже готов был оплатить, но пока еще не открыто. Человек хочет на себя оформить и как физлицо оплачивать. А если были бы соответствующие документы, за рубль 40 религиозное учреждение бы производили бы оплату. Ну это в месяц где-то выходит 500–600 рублей, да? Ну если кондиционер не включать, просто если освещение будет, то да. Даже с кондиционером? С кондиционером, наверное, в районе, наверное, 1000, наверное. Месяц? Да, месяц.
Понял. От зависимости от масштаба большой мечети или маленькой мечети. С имамами вы знакомы? Приходят к вам? С большинством имамами знакомы, да. Есть вопросы? Присаживайтесь, Тимур. В принципе, мы все вопросы обсудили. Уважаемые друзья, какие есть к нам пожелания, вопросы? Вот, хотел бы с просьбой обратиться к главному сельскому поселению и имамам района, имамам поселений. Вот, в данное время я являюсь начальником уголовно-исполнительной инспекции по Сумчанскому району. В данное время у нас на учете более 60 осужденных, не связанных с лишением свободы. Тем более по деле экстремистского направления тоже у нас осужденные отбывают наказание, которые уже фактически отбыли свой основной вид наказания, сейчас отбывают дополнительное наказание. С ними, согласно плана НАК, согласно плану антитеррористической комиссии, с нами проводится повседневная работа по социализации, рассоциализации, чтобы впредь не допускали подобных нарушений, правонарушений. Хотелось бы обратиться, чтобы с ними вы также главы сельских поселений, имамы, мечети проводили разъяснительную работу, посещали по месту жительства, изучали бы жилищно-бытовые условия. Многие из них являются, как бы сказать, нетрудоустроенные люди. И, как имам мечеть сказал, вот садака, и практически, чтобы им тоже оказывали помощь, в том числе и насчет работы, и в том числе материальную, моральную помощь оказывали. Еще у многих есть дети, у кого-то 3 детей, у кого-то 2 детей. Мы с Абуталием Бабаевичем постоянно действуем с Центром занятости населения, с другими социальными службами взаимодействуем, чтобы оказывали ту или иную помощь. В прошлом году нами по террористическому направлению 3 осужденных трудоустроены. Чтобы вы тоже по этой линии взаимодействовали, общались, проводили общую беседу. Можем даже с Абуталием Бабаевичем провести совместные беседы с приглашением этих же осужденных в кабинет Абуталия Бабаевича. Какие-то вопросы будут, если возникать. Спасибо. Эти вопросы, которые сегодня мы подняли здесь, это действительно важные вопросы. Имамы мечети в населенных пунктах не должны быть врознь работать с главами сельских поселений. Я вот здесь затронул, да, вот субботники. Во всех мероприятиях, которые проводят в селе, это для села проводится. Вы тоже должны, безучастным не должны быть, потому что благоустройство населенных пунктов, благоустройство кладбищ, благоустройство прилегающих к мечети территории, как-то озеленение этих территорий, вы же не должны там быть. То, что в мечеть пошли, пришли. То, что вот, зависит от нас, от администрации муниципального района, от глав сельских поселений, вот по этим религиозным районам, мы делаем, никаких вопросов нету, и никому вам мы не отказываем в этих вопросах. Содействие там при проведении даже вот председатель совета имама приходит, проведение ифтара, проведение других сельских сходов, они согласуют, нас тоже приглашают. Эти вопросы должны проходить, потому что многие те требования, которые мы предъявляем администрации или сельских поселений, или правоохранительные органы, отдел полиции, ФСБ, они могут воспринять по-другому, да, как-то. А когда вы доводите до них, что действительно это действительно те рамки и законы, которые вы должны придерживаться, они прислушиваются. И просьба к вам, чтобы вы безучастны остались. И вот по этим 7 мечетям, которые мы здесь озвучили, которые должны завершить паспорта безопасности, просьба просто формально к этому вопросу не относитесь. По идее, вот здесь представители правоохранительных органов сидят, ФСБ, МВД, все, не имея паспорт безопасности, этот объект, по идее, не должен функционировать. Мы-то не идем на крайние меры, чтобы приостановить деятельность мечети, пока не установят. Это вопросы не то, что мы требуем здесь, это требует государство. Потому что мы живем в правовом государстве, где все атрибуты правовых этих законных требований, нормативно-правовые акты, законы мы должны исполнять. Это же паспорта безопасности не только для вас это придумали. Это я говорю, начиная с киоска маленького. Здесь все банкетные залы, все торговые точки, многие, все вот объекты образования, детские садики, спортшколы, все завершили паспорта безопасности. Остались вот эти религиозные объекты.
Так что просьба, чтобы каких-то ненужных фейков, ненужных слухов, что вот паспорт безопасности формальный, это не формальный процесс. Да, вот вы знаете, были определенные периоды, когда и у нас в мечетях совершались террористические акты. Многие погибали, вот верующие, которые уходили. Это же для этого делается. Установление видеокамер, периметральных ограждений. Это для безопасности, вашей безопасности это делается. И просьба, чтобы к этому вопросу отнеслись с пониманием. Есть добавления, комментарии, ко мне вопросы, к администрации вопросы, к органам правопорядка вопросы. Никаких проблем нет. На самом деле, можно такой вопрос? У нас есть среди имамов вакцинировавшиеся. Можете объяснить, почему наши люди не вакцинируются? Просто чисто по-человечески, неофициально. Просто это же государство, как сказать, демократичное. И не обязательно, как se воспринимают они. И как наш муфти ответил, наверное, дошло до некоторых тоже месяцев. Ролик, клип, кто-то видел. Недавно было собрание всех имамов Дагестана, центральной мечети. Да. И он сказал, ну, я сейчас цитату не помню, цитировать не могу, я смысл доношу. И муфти сказал, если врач, твой лечащий врач говорит, что тебе надо вакцинироваться, и в этом не будет и вреда, то никакого запрета в этом нет. Поэтому можно вакцинироваться, кто хочет. Опять-таки, государство тоже нам дает право, так сказать, ну, не обязует, да, опять-таки наше государство. Поэтому имамы тоже, мы не заставляем имамов, тоже я лично это не делал, Мишан Синович. Сейчас намерение есть, у меня тоже есть. Просто вот по вакцинации, да, действительно это важный фактор. Вы видите, да, как распространяются эти омикроны, другие эти. У нас в Дагестане вот в прошлом году было постановление главного санитарного врача по обязательной вакцинации отдельной категории граждан. Ну, конечно, имамы мечети там не были указаны, но там работающие люди. Но по идее, вот имамы мечети, которые проводят проповеди в этом, вы же ежедневно контактируете с людьми. Ежедневно контактируете, так же, как и мы. Мы, вот, отдел полиции, например, ну, правоохранительная система все, они 100% вакцинированы, потому что они контактируют с людьми. Администрация муниципального района, управление образованием, преподавательский состав, тренерский состав, все прошли вакцинацию. Так что это обязательно порядок нету, но вы должны тоже думать, потому что вы ежедневно контактируете с людьми. Не делать это, вот те же арабские страны, если вы вот статистику смотрите, Саудовская Аравия, вот Кувейт, Катар, другие страны, почти 90% вакцинировались. Это же тоже мусульманские государства, которые намного больше соблюдают каноны ислама, чем, например, в нашем государстве, потому что у нас многоконфессиональное государство. Так что просьба, этим вопросам надо относиться. И большая просьба к вам, когда при обращении, что стоит, к вам тоже подходят люди, которые верующие, стоит вакцинироваться. Не надо говорить, что не нужно вакцинировать, это какой-то харам туда-сюда. Никакого харама там нету. Там гибель людей идет, вопрос о гибели жизни людей. Так что другие комментарии какие-то, как специалистов врачов, не надо делать среди людей. А вам, многим, просто рекомендации, да, не в этом порядке, что надо делать, потому что вы, я говорю, особенно вот большие мечети, каждую пятницу там же 50-100 человек вы собираете у себя, и многие из них практически не вакцинированы. Мы видим, как ситуация поменялась в Дагестане, в районе. Сейчас ситуация спокойная, стабильная. Конечно, пользуясь случаем, хочу выразить благодарность всем органам правопорядка за эту ситуацию, что наши дети спокойно могут ходить в школу, что наши прихожане спокойно могут ходить в мечеть, что мы можем спокойно пройтись по улицам, что наши магазины, предприниматели спокойно работают. Это благодаря силе воли, благодаря мужеству органов правопорядка и, естественно, системности укрепления правопорядка в нашем государстве, в Российской Федерации. Но здесь вопросы, которые поднимали наши коллеги, они важны, актуальны. Мы иногда противопоставляем государство и религиозные организации, это категорически делать нельзя. И вам советую, уважаемые имамы,
не противопоставлять государство и религиозные организации, мечети. Мы все представители государства нашего. И все мы перед законом равны. И религиозные организации, и имам, и глава администрации, и полицейский, и глава сельского поселения. Поэтому противопоставлять это категорически нельзя. Но вот здесь мы поднимаем разные вопросы, говорим о нравственности, о воспитательной роли, о воспитательном значении религиозных организаций. Вы видите, как наши дагестанцы ведут себя в Москве, в других регионах, в Махачкале. Глумились над памятниками, ведут себя в метро. И главное, эти люди ходят в мечеть. И главное, эти люди ходят в мечеть. Сквернословят, обижают слабых. И они представляют какую-то какую-то мечеть. И за них, за этих людей, приходится извиняться главе республики. Главе республики. Меня иногда поражает, если человек ходит постоянно в мечеть, я понимаю, обычные люди, нет безгрешных людей, но когда люди, как посещающие мечеть, вот так ведут себя на стороне, мне вообще это непонятно. Значит, мечети наши работают, я говорю о всех мечетях Дагестана, не работают над воспитанием, не работают над адабами, не работают над тем, как нужно вести себя. Мы только работаем, как получается, как выясняется, как представляется. Работаем побольше собрать прихожан и вести какую-то политику. Так получается. Или, как и в школе, есть дети-двоечники, отличники, и там какие-то нерадивые ребята, которые ведут себя очень недостойно, не соответственно дагестанца, горца, порядочного, уважительного человека. Если обижает женщину, если обижает слабых, если сквернословит, если посягается на памятник, чем мешает памятник ему? О чем можно говорить? Я попросил бы имама в мечети, когда вы проводите хутбу, по пятницам проводите разъяснительную работу, обратить внимание на воспитание. Нам нужна ваша помощь. Администрации, государству нужна и ваша помощь. Вы тоже государственные люди. Вы тоже живете в этом государстве. Вы получаете пособие, вы работаете на должностях определенных. Кто работает, кто не работает. Полноправные члены общества нашего российского. Поэтому политика, допустим, в районе, в регионе, республике должна быть одна. Не нужно поэтому противопоставлять государство и мечеть. Это, не нужно вообще противоставлять. Но, к примеру, недавно наши жители обсуждают представление одного из наших религиозных деятелей, который стоит перед елкой в Касымкенте и говорит там Новый год, там, то есть все, сам стоит у елки с телефоном, объясняет. Да, понятно, воспитывать нужно людей, чтобы не пили, чтобы не курили, чтобы плохие деяния не делали. Но таким образом, стоя перед елкой, говорить с такой агрессией, это неправильно. Это неправильно. Новый год – это государственный праздник. Мы не можем навязывать человеку делай так, делай не так. Нам нужно показать своим умением, воспитанием, какой должен быть правильный человек. А правильный человек – это мусульманин. Я не собираюсь вас учить, ради Бога. Я просто говорю мнение наших жителей. Не делайте такие вещи. Это, во-первых, некрасиво. Во-вторых, это неэтично. В-третьих, так не ведут себя правильные имамы, правильные религиозные деятели. Они своим примером, своим отношением к людям, своими наставлениями учат людей, как нужно вести себя. А вот таким образом вы, наоборот, противопоставляете себя государству. Новый год, люди собираются, семья приезжает, дети приезжают, студенты наши приезжают. Это государственный праздник. Государство дает людям отдохнуть 10 дней. А что здесь плохого? Да, кто-то отмечает этот праздник, кто-то не отвечает. Ну, убедите, по-другому это делайте. По-другому же можно людей наставить на путь истины? Можно.
разъяснением, убеждением. Вот так нужно. Все возможности нашим религиозным организациям даны. Государство, я не противопоставляю никаких запретов для религиозных организаций для справления нужд, чувств конфессиональных, никаких ограничений нет. И хадж, и строительство мечетей, и другие вопросы. Все предоставлено, но перебарщивать это, во-первых, нельзя, и во-вторых, мы не позволим, чтобы вы знали. Извините за такой тон. Я вижу, нет у нас, к сожалению, ни в районе, ни на юге, мало очень образованных религиозных руководителей, лидеров, к сожалению, очень мало. Но я вижу, что в последнее время молодежь идет, обучается, но очень мало с высшими религиозными теологическими образованиями, с дипломами у нас имамов. Нам бы хотелось бы, и мы готовы помочь людям, студентам, которые выйдут в Махачкалу, в Татарстан, в Москву, те религиозные организации, которые не противоречат нашим государственным устоям, мы готовы их поддержать. Пожалуйста, если есть такие студенты, то есть не мы, а благотворители наши, которые строят мечети, которые помогают и так оградить кладбище и так далее, строительство мечети, они готовы помочь. Пожалуйста, приходите с предложениями, чтобы у нас были образованные духовные лидеры. Я вот смотрю с 9-классным образованием, с этим. Я помню лет 8-9 назад, когда вот эти негативные последствия, мы тоже подверглись, наш район, я разговаривал с имамами, некоторые там присутствовали. Я спрашиваю, молодой парень, наверное, 17-18 лет. Он говорит, я имам какой-то мечети. Я спрашиваю, как ты можешь руководить людьми 17 лет, не имея образования? Не окончил школу, ни религиозного образования нет, ничего нет. И даже в медресе не обучался. Я спрашиваю, как ты можешь? Меня, говорит, народ избрал. Народ какой, говорит, я избрал? Ну, мечеть, прихожане. И там сидят взрослые люди, да, как мы его избрали. Он, говорит, такой активный, он разбирается. Я говорю, как он может разбираться, 17-летний мальчишка, который в школе не учился, который только полгода назад пришел в религию? Как? Ну, а я и с ним разговариваю на разные темы. И тем религиозные я тоже чуть-чуть разбираюсь. Я спрашиваю, но историю религии не знают. Многие вопросы, связанные с религиозными канонами, не знают. А несколько выражений, несколько слов, и упертость, и бешеные глаза. Это что за имам? Извините меня, пожалуйста. К сожалению, мы допустили это. Мы все допустили это. Это было у нас 8-9 лет назад в районе. Этого больше повторяться не будет. Конечно, контроль осуществляется над всеми. Так не бывает. Религиозная организация сама по себе, администрация сама по себе, органы правопорядка сама по себе. Я как глава района отвечаю за все, что происходит здесь. За все. И с нашей стороны контроль будет. Поэтому я попросил вас подойти, прийти на совещание, чтобы обсудить эти вопросы. Начиная с наведения порядка в религиозных организациях по действиям, чтобы они соответствовали законодательству. И заканчиваю просто человеческим общением здесь. Я поэтому вас и пригласил. Конечно, контроль будет. Но это неправильно, когда имамы меняются, то там, то здесь. Администрация вообще не в курсе. Органы правопорядка вообще не в курсе. Пожалуйста, не делайте такие вещи. Вы со своими прихожанами, жителями, если меняете имамов, то ставьте нас в известность. Ставьте органов правопорядка, ФСБ, РОВД в известность. У нас есть консультативный совет. Мы не вмешиваемся в эти процессы. Мы не говорим, того поставь, всего поставь. Но как-то сидишь на тазиате, идешь на соболезнование, спрашиваю, никого нет, взрослый человек умер, уважаемый человек умер, его уважает, он мало грешен, чем мы здесь сидящие. Я спрашиваю, почему здесь, один день прошел, второй, ни одного человека нету из мечети. Говорит, они не приходят там на этот, на то, все, он светский человек. Вот такие мнения, суждения остались у наших, это неправильно, друзья. Отходить
от государства, от людей, это тоже неправильно. Я спрашиваю, а кто у вас имам? Да, говорит, там, говорит, то этот меняется, то другой меняется. Ну так не нужно делать. Так не нужно делать. И попросил бы Асан Аджи, вот эти вопросы, как-то согласования, я не вмешиваюсь и советую антитеррористической комиссии не вмешиваться, но познакомиться я обязан и должен. И АТК наша должна. Поэтому вызывает в некоторых селах негативные последствия все эти процессы. Люди даже не знают, когда имамов выбирают. Не повторяйте здесь те события, которые происходили в горных других районах. Не повторяйте, не делайте. Все вопросы решаемы. У нас очень законопослушное население. Население, которое можно убедить. Население, которое следует законам. Можно работать. Давайте вместе будем работать и в этом плане. Поэтому я вижу... и нет еще согласия между некоторыми имамами. Я поэтому спросил Корчакского главу, вы хоть месяц раз собираетесь? Я думаю, Владимир Забалаевич, хотя бы месяц раз вам с имамами 4 мечетей сесть, обсудить, поговорить, чисто по-человечески, выпить чай. Это нужно делать, и всем главам нужно это делать. Вы вместе должны жить и работать, друг другу помогать. Так должно быть. И других глав я призываю к этим. Ходите в мечети, молитесь, очищайтесь, начиная с меня тоже. Мы на встрече с муфтием разговаривали о религиозных вопросах, о взаимодействии государства и мечетей. И один из вопросов, который был поставлен, я попросил муфтия, чтобы он тоже по своей линии оказал нам содействие в благоустройстве мечетей. Проведению субботников. У нас в мечети красивые здания есть, построенные, шукр Аллах, пусть Аллах поможет, стокрица вернется тем людям, которые помогают нашим людям, им вернется. Построили мечеть, но элементарно посадить дерево, поухаживать, цветы. В некоторых мечетях этого нет. Попросил бы Асан Аджи помочь нам в этом тоже. Мечети тоже лицо, это дом Аллаха, это и архитектурное сооружение тоже. И здесь, в этом плане, тоже помогите нам, пусть будет красивое здание, пусть будет красота, чистота мечети. Я попросил бы вас, Асан Аджи, на это тоже обратить внимание. Не ждите приказаний и указов с Махачкалы, есть чисто человеческие каноны, есть чисто человеческие вопросы, с Махачкалы, из Дербента или из других регионов. Вы, как самостоятельные деятели религиозные, организуйте, пожалуйста. То же самое по коронавирусу. Сейчас стоит вопрос, возможно, если он станет в связи с омикроном, это пятая разновидность штамма, о ограничительных мероприятиях, еще более таких, о работе на удаленке. Возможно, если у нас будут больные, нам придется тоже на удаленке. Пожалуйста, имаму мечети Асан Аджи попросил бы вас тоже по исполнению требований Роспотребнадзора обратить на это внимание. Прибавишь, вот эти памятники, вот эти вопросы доведите до Асан Аджи, он пусть доводит до имамов. Какие-то ограничительные мероприятия должны быть, элементарные, гигиенические, другие, третьи. Фактически мы должны сидеть сегодня в масках. Хотя мы все вакцинировались, даже ревакцинировались, но в любом случае мы должны показать пример. Вот, на встрече с главой республики, на совещании, на последнем оперативном совещании, и муфтий поддержал инициативы Роспотребнадзора и главы республики, и он там сидел в маске. К вам на пятничную молитву, да и вообще каждый день приходят люди, вы с ними общаетесь, вы их наставляете, какие-то религиозные, теологические вопросы возникают, споры возникают, вы им объясняете. Пожалуйста, соблюдайте, хотя бы руки пусть элементарно помоют, хотя бы вот растворы, дизрастворы или что. Если у них нету глав, я попросил бы, это небольшие средства, помочь мечетям, купить маски, купить дизрастворы, дезинфекцию, вот эти вопросы тоже. Вы тоже несете ответственность, вы тоже совместно с имамом отвечаете за здоровье населения. Мы все отвечаем за здоровье населения. А тем, кто говорит, что вакцинироваться не нужно, там это, я просто приведу пример, за 1 год 45 человек в районе умерло от коронавируса. И сейчас многие умирают. Умирают после лечения.
кровь сгущается, другие болезни сопутствующие, они усиляются. На это нужно обратить внимание. Если, допустим, МВД у нас в Дагестане 99% вакцинируются. Самый низкий показатель больных наблюдается МВД у нас, потому что 99% все вакцинируются. Разве это не примеры? Таких примеров можно привести массу. И в этом, и в таких вопросах, пожалуйста, не отходите от нас, помогайте нам и в этом вопросе. Объясняйте, ну хотя бы не говорите, что не вакцинируйтесь. Вы же не имеете права это говорить. Вы что, специалисты, что ли? Некоторые даже врачи говорят, не делайте вакцину. Ну хотя бы скажите, я не знаю, или как-то там специалисты кто-то говорят. На это тоже попросил бы обратить внимание. И еще у нас осуждены их дети сирийцев здесь в районе. Попросил бы имамов на эти семьи обратить внимание, сходить домой, просто посочувствовать, оказать содействие моральное, поддержать их. На эти вопросы тоже не отстраняйтесь от работы глав сельских поселений. В школах вы бываете, я думаю, в школах, я не знаю, но если вы проводите какие-то проповеди, надо районное управление образования, чтобы брали на контроль эти вопросы. Должны быть социальные педагоги, психологи на встречах с представителями Совета имамов района. И обязательно завучи по воспитательной работе. Потому что я чувствую, в одних школах перебарщивают наши дети. У нас район государство светское. Пожалуйста, не навязывайте, не делайте такие вещи. Иногда перебарщивают наши некоторые религиозные дети. Это неправильно, это школа. Не вмешивайтесь в вопросы, образовательные вопросы. Не вмешивайтесь, друзья. Не вмешивайтесь. Я слышу там, где-то что-то, как дети ведут. Никто же запретов же нет для детей, для взрослого населения. Никаких запретов же нет. Но когда вмешиваются, но эти вопросы недопустимы, это вам не позволит. Поэтому не противопоставляйте себя. Я просто хочу предупредить эти вопросы тоже. У нас такой возможности не будет. Психология наших людей меняется, психология наших детей меняется. Один семиклассник мне говорит, я говорю, ты почему на танцы не ходишь? Это, говорит, харам. Это, не 6 класс, харам. Он даже не знает, что такое. Я говорю, что такое харам? Это что за слово? Не может объяснить. Я говорю, а что не халал, говорю, что харам? Тоже не может объяснить. Я говорю, почему танец харам? Ты на спорт ходишь? Да, говорит, хожу. Я говорю, такая же физическая нагрузка. Я просто со стороны светкости с ним разговариваю. Не знаю, не понимаю, несколько каких-то выражений, и упертость удивляет. Ну а что тут плохого? Пошел ребенок, мальчик на танцы. Они в течение часа-двух работают не хуже, чем борцы тренируются. Такую же нагрузку ребенок несет. Зато какая красивая осанка. Я не знаю, ну что здесь плохого? Если 7 класс ребенок ходит на танцы. Это, говорит, харам, мы же мужчины, говорит, мы не должны танцевать. Я говорю, а что мы должны, мужчины, делать? Учиться хорошо мы должны? Смотрит на меня. Родителям помогать мы должны? Да, говорит, помогать нужно. Я говорю, ты помогаешь? Да я говорю, в 7 классе ты можешь уже лопатку держать. Говорю. Хоть одно дерево скопал, смотрит на меня. Мы чувствуем, что мы здесь что-то теряем. Так нельзя. Так нельзя. Все эти вопросы можно совместно как-то более обобщенно, более красиво это делать. И мне иногда приятно бывает, когда религиозные деятели очень грамотно, очень по-светски объясняют, разъясняют, и хочется за ним последовать, и за ними следуют. А вот когда упертостью, упрямством, сам не понимая, что говорит, просто красивыми словами выражаясь, да, можно людей потянуть, а потом эти люди дадут обратную ситуацию. Поэтому мы видим то, что происходит в троллейбусах в Москве, по памятникам мы видим. Вот так мы воспитываем. По паспортам безопасности давайте мы протокольно, Андрей Ильич, поставим срок до конца февраля, до середины марта, пусть с главом вместе, прошу составить дорожную карту по всем этим вопросам. Совместно с имамом помогите им по всем этим вопросам. Более тесно контактируйте, организуйте работу.
До середины марта мы должны получить и православные документы. Как понять? Одна из древнейших мечетей района Южного Дагестана, Ашагастальская мечеть, где обучались величайшие религиозные деятели, Атлухан Афенди, Исмаил Афенди, многие эти, не имеет зеленки. Мечеть, здание само не имеет мечети. Это же неправильно, друзья. Мы должны паспорта безопасности получить. Не дай Бог там пожар случится, не дай Бог там какой-нибудь террористический акт случится. Кто будет отвечать? Если вы это проводите, и вот такие мероприятия там случатся, это же уголовное дело, вы должны это понимать. Наши имамы должны это понимать. Это будет за попустительство, за бездействие, уголовное дело на вас заведено. Я просто объясняю. Наведите порядок, получите все православные документы, получите паспорта безопасности, ведите свою работу в рамках закона. Никто же не мешает. Никто же не застрахован. Он раз нажал на кнопку, вывел на пульт МВД, РОВД, и приехала группа, обезвредила или как-то там. Разные люди же у нас бывают. Это тоже небольшие средства нужны. Главам поселений прошу оказать содействие имама в этих вопросах тоже. Асаликенте новая мечеть, пожалуйста, помогите им со всеми вопросами. Сайтаркен новая мечеть. Уже давно пора получить православный документ. Красивая мечеть построена. В Буркенте сейчас строится мечеть. Спасибо меценатам, спасибо богобоязненным людям нашим, которые строят. Они делают во благо, и хотелось бы, чтобы мечети функционировали только на благо наших людей. Они, чтобы ограничить себя, я тут хозяин, никто мы не хозяин, мы хозяева не этой жизни, мы хозяева другой жизни. Конечно, должна быть муниципальная собственность, а как иначе? На территории муниципалитета, но в оперативном управлении будет у вас законность, по-другому нельзя. И последний вопрос по газу, воде, свету. То же самое, главу сельского поселения, вы несете ответственность за все эти вопросы, окажите им содействие, имамам мечети по получению лицевых счетов. Органы ресурсоснабжающие, они готовы помочь вам. По всем этим вопросам, по свету, газу, воде и по паспортам безопасности, пусть подготовят дорожную карту, укажут сроки, совместно с имамом мечети несут ответственность главу поселения. Главу поселения наведите у себя на территории порядок. Будьте ближе, вместе работайте, вместе обсуждайте, вместе участвуйте в государственных религиозных делах. Чтобы я у главы спрашиваю, кто у тебя имам, он не знает даже, кто у него имам. Это что за глава поселения? Глава села. И любые изменения, они должны быть и с вами согласованы. Вы отвечаете за все население района, за районы сел, сельских поселений. У нас, благо, и хороший куратор, руководитель в этой области, Абдуль Бабаевич, он разбирается во многих этих вопросах, во всех этих вопросах. Он всегда вас слушает рядом с вами, и с религиозными деятелями, и с администрацией сельских поселений. Это я хотел сказать. Если где-то что-то как-то обидел, прошу извинить меня, наши имамы, но это пожелание наших жителей. Это район, он специфичный, у нас есть свои традиции, у нас есть свои устои, у нас великие богословы были в этом районе, алимы были, которые преподавали десятилетиями в других районах Южного Дагестана, Дагестана. Эти традиции, эти устои нам надо сохранить. В каждом селе, если мы историю знаем, а имам должен знать историю своего села, историю богословов, по 2, по 3 богослова высочайшего уровня. К примеру, Ашагасталь возьмите. Ашагастал дал Южному Дагестану великих богословов. Конечно, не уровня Магомед Яракский, Асан Афенди Алкадарский, но они дали таких учеников, и эти люди, богословы, учились у них. Один Атлухан Афенди чего стоит? Его знание языков, его знание восточной культуры, его знание в области теологии. Они не просто преподавали религиозные знания, они преподавали светские, Алкадар Санфинди и другие, Музали Ахтынский.
и светские науки, астрономию, медицину, ну и другие. Вот таким нам надо быть, с них нам надо брать пример. Спасибо. Нету часов, Аллах Сара.